Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. В Интинском округе открылась междугородняя зимняя трасса. Первая автоколонна отправилась по дороге из Инты в Печору. Водители и пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения. В Инте возросло количество аварий. Морозы отступили, повалил снег. Коммунальные службы борются с капризами погоды. «Жизнь на реке. ЮГЭ-2-2020». Под таким названием в Инте открылась выставка семьи художников. В Интинском округе введены в эксплуатацию несколько зимних автодорог. Теперь добраться до сел, деревень и соседних городов можно на личном автомобиле. Жители Приполярья активно пользуются как муниципальной дорогой, так и технической, обслуживанием которой занимается газовая компания. На прошлой неделе состоялась первая отправка автоколонны по дороге из Инты в Печору. Утром интинцы на своем личном транспорте собрались у въезда на ведомственный проезд Печорского линейного производственного управления магистрального газопровода. После проверки и регистрации всех водителей и пассажиров его откроют для движения колонны. Напомним, что второй год подряд администрация округа согласует проезд по зимнику с газовой компанией, в ведении которой и находится автодорога. Трасса идет вдоль газопровода, это дорога техническая для газовой компании, чтобы они обслуживали зимник. Соглашение у нас есть, задействует второй год и пропускают только колоннами. Соглашение действует, руководство компании ничего отменять не собирается, то есть идут навстречу, будем работать, люди будут ездить. Дорога до Печоры в среднем занимает 6-7 часов. Колонну транспорта будет сопровождать машина Печорского линейного производственного управления магистрального газопровода. При возникновении внештатных ситуаций никто из водителей не останется без помощи. Но прежде чем автомобиль отправится в путь, каждая машина будет проверена. Сейчас будет проведен инструктаж каждого водителя. Будет проверено наличие теплой одежды, а также приспособлений, которые необходимы. Лопата, трос, естественно, ключи и чтобы была полная заправка. Поедут в сопровождении. Все машины должны быть полностью исправны, укомплектованы аптечкой и огнетушителем, иметь знак аварийной установки и буксировочный трос. Необходимо также иметь запаску, домкратную лопату, а водитель должен дополнительно запастись комплектом теплой одежды. С собой надо иметь трос, что там, домкрат, запаска, ну и тому подобное, чтобы машина была полностью укомплектована. Но кофе и все. Обратно в Инту эта же группа смогла отправиться в понедельник, 1 февраля. Некоторые водители сразу записывались на выезд из города и обратный заезд. Периодичность и даты проезда определяются совместно с Печорским линейным производственным управлением магистрального газопровода по мере поступления заявок и формирования организованных групп. У нас в рамках заключенного соглашения с «Газпром Трансгаз Ухта» есть свой порядок проезда по автозимникам. То есть люди приходят к нам в администрацию в 222 кабинет. С понедельника по пятницу до 17 часов, с 12 до часа выходной. В любое время можно подойти в кабинете, записаться, написать, заполнить бланк заявления. Мы эти заявления компонуем и направляем в «Газпром Трансгаз Ухта». Дальше уже ждем, когда у них благоприятная погода, так скажем, почищен зимник. И они дают нам добро на определенную дату. Мы формируем группу, отправляем весь список туда, и люди вот так формируют колонну и отправляются. Проезд по зимней автодороге осуществляется на безвозмездной основе. Каждый водитель получит от газовой компании пропуск. Только с ним можно будет проехать по зимнику. Водителям на движение по вдоль трассовому проезду зимней автодороги, чтобы они могли благополучно пересечь все остальные пропускные пункты, добраться до пункта назначения. Часть водителей не ограничится путешествием только до Печоры. Они поедут дальше и покинут пределы Республики Коми. Первый раз еду по зимнику, еду в Петербург. Всем интинцам привет. Я сюда на платформе пригнал машину, поэтому не знаю еще по зимнику первый раз. Ездил до этого, но не из Инты. Первый раз получилось. У нас в том году не получилось, в этом году повезло. Как готовились? Вот так. Собрались в кулак и... Машина готова? Готово. Все.
Планируется, что организованные колонны по данному зимнику будут отправляться еженедельно. В колонне должно быть не менее 5 машин. Более подробную информацию можно получить по телефону 671 77. Ежегодно талантливая интинская молодежь получает премии правительства Республики Коми. Это своего рода признание и поощрение за упорство, труд, целеустремленность и многочисленные победы в разных сферах – науке, спорте и искусстве. Мэр города вручил нескольким интинцам высокие награды. Про таких девушек говорят отличницы, умницы и просто красавицы. Победительницы многочисленных конкурсов, олимпиад. Бывшая и будущая выпускницы гимназии номер 2 отмечены дипломами лауреатов премии правительства Республики Коми. Награды лично вручил глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев. В номинации «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность и олимпиады» диплом лауреата премии правительства Республики Коми награждается Малушка Арина Сергеевна. Выпускница гимназии номер 2 Арина Малушка является победительницей Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Золотая медалистка, призер различных конкурсов и фестивалей. В ее копилке много наград различного уровня. Да, я не первый раз получаю такую награду, но особенно приятно получить какую-то награду за свои достижения от правительства республики. Я закончила французскую гимназию. Сейчас я поступила в Московский лингвистический университет и учусь на переводчика. Я на 1-м курсе. Дипломом лауреата премии правительства Республики Коми награждается Миропольская Ульяна Андреевна. Ученица 11 класса гимназии номер 2 Ульяна Миропольская – активный участник информационно-медийного направления РДШ, победитель многочисленных республиканских и всероссийских конкурсов, претендент на золотую медаль за особые успехи в учении. Я оканчиваю 11 класс французской гимназии и на протяжении нескольких лет являлась активным участником российского движения школьников, принимала участие в различных конкурсах и на основе этих конкурсов формировала свое портфолио. И с этим портфолио уже удалось получить премию правительства Республики Коми. Столкновения, опрокидывание автомобилей, наезды на пешеходов и велосипедистов. В Инте отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД провели анализ аварийности за прошлый год. Увеличилось число ДТП с пострадавшими. По данным представителей правоохранительных органов, за 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, более 30 интинцев получили ранения. 4 аварии произошли с участием детей, все несовершеннолетние получили травмы. Основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств, съезд с дороги и наезд на препятствия. 8 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в результате опрокидывания автомобилей, наездов на пешеходов и велосипедистов. Чаще всего это, естественно, превышение скоростного режима, ведь согласно требованиям правил дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство, учитывая при этом метеорологические условия, особенности транспортного средства, видимость в направлении движения, тем самым постараться предвидеть ситуацию, которая может возникнуть впереди движущейся его, вернее, впереди его обстановки, когда он едет на транспортном средстве. За истекший год подвели мы итоги. Это уже как бы СМИ озвучивала, да, то есть мы, к сожалению, допустили превышение, незначительно, но превышение количества дорожно-транспортных происшествий. Связано, как я ранее сказал, это с нарушением скоростного режима. Были у нас такие нарушения, как наезд на препятствия, опрокидывание транспортных средств. Допустили гибель тоже водителя, но это было на территории, значит, приполярного Урала нашего, где водитель бензовоза перевернулся и как бы не выжил, пострадал в результате вот этих вот полученных ранений. Также произошло ДТП с участием несовершеннолетних, то есть 4 ДТП мы зафиксировали, к счастью, без тяжких последствий, как бы все хорошо. 29 января в Инте произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 2 пешехода. Под колеса автомобилей попали мужчина 1970 года рождения, пересекавший дорогу в неположенном месте по улице Куратова, и девочка 2007 года рождения на нерегулируемом переходе по улице Полярная. Оба интинца получили травмы различной степени тяжести.
Школьница госпитализирована. Произошло тоже 2 ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка, который на пешеходном переходе водитель не предоставил преимущества, совершил наезд. И второй ДТП – это возле Дом быта. Пешеход вне пешеходного перехода решил перебежать дорогу от магазина и тем самым попал под колеса движущегося транспортного средства. Говорить о последствиях преждевременно, то есть всему покажет экспертиза. Угрозы для жизни нет, самое главное. Сотрудники ГИБДД напоминают интинцам о правилах дорожного движения, которые лучше не нарушать. Каждый автолюбитель должен снизить скорость перед пешеходным переходом и предоставить преимущество пешеходу. В свою очередь, пешеход, убедившись в собственной безопасности, должен переходить проезжую часть только в установленном месте. А также желательно иметь на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток. В Республике Коми продолжают фиксировать рост пожаров. Специалисты Государственного пожарного надзора организовывают профилактические мероприятия среди населения. В Инте проводятся различные акции. Пожарные, волонтеры, сотрудники администрации ведут разъяснительные беседы со взрослыми и детьми, раздают людям памятки. По данным на 28 января в Республике Коми произошло 119 пожаров. 3 из них были зафиксированы на территории нашего города. Погибших на пожарах в Инте нет. На территории Мугуинта с 1 числа произошло 3 пожара. Непосредственно первый – это в здании вечерней школы. Второй – это в складском помещении. Третий – на территории шахты Интинская. То есть непосредственной причиной возникновения послужила неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Этой зимой наблюдаются сильные морозы. Интинцы стали чаще пользоваться обогревателями, активно топят печи в гаражах. Предприниматели в своих торговых точках зачастую включают обогревательные приборы. Ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра или поручать это делать несовершеннолетним. Именно халатность людей – основная причина возгораний. Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, бытовых электрообогревательных приборов, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В период низких температур населению необходимо дополнительно взять на контроль соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых отопительных приборов. ОНДПР города Инты совместно с волонтерами и представителями администрации проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров и гибели людей с вручением памяток и разъяснением основных требований пожарной безопасности. В Инте за этот год уже во 2-й раз волонтеры, сотрудники администрации и отдела надзорной деятельности и профилактической работы вышли на городские улицы. Они раздали интинцам памятки, провели краткий инструктаж по пожарной безопасности и рассказали о правильной эксплуатации бытовых электрических приборов. При отоплении гаражей непосредственно хочу напомнить, что ни в коем случае нельзя оставлять отопительный прибор. То есть, как правило, это печь без присмотра, без надзора. И ни в коем случае нельзя оставлять, чтобы надзор осуществляло лицо несовершеннолетнего возраста. То есть, как правило, это маленькие дети. Любое чрезвычайное происшествие лучше предотвратить, чем справляться с его последствиями. В рамках пожарной безопасности необходимо уделять огромное внимание именно профилактической работе, считают пожарные и спасатели. Погода испытывает на прочность коммунальные службы. Длительные морозы сменил обильный снегопад. Приводятся в порядок дороги, тротуары, дворы, а также заезды и перекрестки. Снег вывозится за город. Проезжая часть, пешеходные переходы обрабатываются противогололедными материалами. Наша съемочная группа проехала по улицам Инты и посмотрела, как работают коммунальщики. Очистка городских улиц Инты от снега и его вывоз проводится регулярно. Обслуживанием и содержанием улично-дорожной сети занимается подрядная организация ООО «ВОСТЫМ». Контрактов несколько на этот год заключено. Значит, один муниципальный контракт – это на город. Там около 27 миллионов рублей – это летнее и зимнее содержание, ямочный ремонт и многие другие работы. Там и кюветы, и прочие всякие. Значит, на 900 тысяч заключен контракт по селам, это тоже летние и зимние работы. То есть летние есть работы там и восстановление тротуаров, и отсыпка шлаком, и зимой, соответственно, очистка от снега. И заключен еще у нас контракт на 2 миллиона 300, это дорога республиканская, которая является у нас от Юстедора до станции Инта. Работы по уборке города от снега и наледи, очистке остановочных павильонов, пешеходных переходов, вывозу снега, механизированному подметанию тротуаров и дорожного полотна осуществляются в постоянном режиме в дневное и в ночное время суток.
В зависимости, опять же, от снегопадов мы планируем и ночные смены, то есть и утренние. То есть очень тяжело в каждом городе, ну и Инта не исключение, очень большое, потому что движение транспорта днем. Поэтому в других городах вообще коммунальные службы только ночью работают и вечернее время. Мы все равно стараемся и днем, но акцент делаем тоже на ночной смене и на смене вот с 5, которая у нас с 5 утра, допустим, до 8 там длится. Такая маленькая, скажем так. Поэтому именно вот и день, и ночь, то есть практически круглосуточная работа каждый день. Вся техника задействована в городе, планомерно все вычищается, начинается со станции, потому что это основная дорога к городу, и потом планомерно переходит на город, на районы, на все. Это вот подрядчик городской. Также, если брать управляющие компании, также они планомерно все вычищают, делают. Вот на сегодняшний день заказано много техники, УК новая сегодня чистится. Юпитер чистится, Стройком сегодня чистится, на завтра, на послезавтра Интинская звезда запланирована, Колос запланирован, так что все будет почищено. На борьбу со снегом ежедневно выдвигается тяжелая техника. Тракторы с ковшами, шнекороторы, автогрейдеры и самосвалы. Всего в управлении подрядной организации имеется порядка 40 единиц различной снегоуборочной техники. На очистку улиц выводят не всю технику, а в зависимости от погодных условий. Изменения в климате постоянно отслеживаются в режиме реального времени посредством нескольких метеосервисов. Есть месяца, где меньше снегопадов, метели, есть где обильные снегопады, поэтому примерно в среднем работа каждый год идет одинаково. То есть и выпадение осадков примерно, если в течение года вот взять количество, то есть примерно одинаково выпадает. Поэтому здесь уже мы работы сами планируем по осадкам, то есть здесь как в игре в шахматах, тут нельзя запланировать так, и чтобы это все там сбылось через день. То есть каждый час практически приходится что-то корректировать. То есть этой работой надо жить и на улице присутствовать, иначе так качественно дороги не будут очищены. Поэтому мы стараемся именно мониторим и погодные условия. То есть несколько сайтов постоянно мы просматриваем, то есть и планируем работу и по погоде, и по технике, то есть и по создающимся. Вот сегодня благоприятная была погода, вот в течение получаса штормовое предупреждение, началась метель. То есть мы сейчас в 13:00 будем корректировать нашу работу. То есть, и несмотря на то, что даже вот сегодня, допустим, осадков с утра не было, то есть 10 единиц все равно к работе запланировано. То есть это вывоз снега, посыпка, то есть вот очистка искусственных дорожных неровностей, как вы видите. То есть работа в любом случае есть. Она не только ведется в снегопады, то есть ведется именно и в такие, скажем так, моменты, когда есть передышка небольшая, то есть есть там возможность заняться вывозом снега, там посыпкой, именно вот очисткой ДНов, и многими другими там важными работами. Особое внимание уделяется состоянию пешеходных переходов, остановок и подходов к ним. При необходимости работниками подрядной организации выполняется их снегоочистка и посыпка песком. Уборку дворовых территорий от снега осуществляют управляющие компании. Каждая из них самостоятельно решает, очищать дворы от снега собственными силами или же заказать технику у подрядчика. Графики уборочных работ ЖЭКи составляют также в зависимости от погоды. В контрактах запланированы только очистка заездов, то есть заезды там по 3 метра, но мы так уже, чтобы нигде с линейкой не мерить, мы стараемся чистить до угла дома, то есть до управляющей компании. То есть управляющие компании уже сами должны своевременно очистку производить. У нас есть и резервная техника, также и для города, чтобы если какая-то единица сломалась, мы могли вывести резервную. Когда у нас получается, что поломок нет, мы можем дать управляющей компании, которая у нас заказывает, поэтому мы активно с управляющей компанией «Звезда» работаем, с Инта при Поляре работаем, со Стройком плюс. То есть, когда получается, мы всегда готовы предоставить технику. Контроль за содержанием городских дорог в нормативном состоянии контролирующим органом проводится регулярно. Контроль ведем мы ежедневно, осматриваем постоянно, с управляющими компаниями напрямую работаем, с подрядчиком городским напрямую работаем, ежедневно сводки 2 раза в день у нас дается, утром на 8 утра и на 4 часа дня. Семейная пара Юрий Худов и Любовь Байкова воспевают красоту северной природы. Художники посвящают свои работы национальному парку Юга-2, который посещают вместе с дочками. На семейной выставке, которая открылась в Центре национальных культур, побывала наша съемочная группа.
Юрий Худов и Любовь Байкова уже сбились со счета числа своих выставок. Да и количество картин перестали считать после того, как забили все запасники. Вот и на экспозиции в Центре национальных культур их картины размещены сразу в нескольких залах. Художник пишет, властная рука Вселенную окутывает дымом, круговоротом невообразимым, свивайся красок яркая река. Семейная выставка «Жизнь на реке Юг-2-2020» собрала работы супругов и их маленьких дочек Евы и Пелагея. Большая часть работ – это пейзажи, этюды, посвященные красоте северной природы. Национальный парк Юг-2 – это особая охраняемая природная территория, которую посещают не только туристы, научные сотрудники и иностранные граждане, но и волонтеры, которые приносят большую пользу парку. Юрий Худов и Любовь Байкова прошли немало километров в поисках красивого пейзажа. Юра – это интинец, самодеятельный художник с большим творческим стажем. Ежегодно Любовь и Юра ходят в творческие походы в национальный парк в качестве волонтеров, но теперь уже в сопровождении двух маленьких дочек. Всей семьей вдохновляются видами парка, пишут картины и делают художественные выставки в нашем городе. От всего национального парка Юг-2 хочется поблагодарить их за свою работу и сотрудничество. Эта творческая семья знакома многим интинцам. Юрий родился и вырос в Инте. Еще в молодости начал увлекаться живописью. В армии прочно и навсегда решил связать свою судьбу с творчеством. В юности мама увезла, 1974 год, по-моему, был, увезла меня в Эрмитаж. И мы там ходили до тех пор, стояли огромную очередь, помню. И ходили там до тех пор, пока не выгнали, потому что там они закрывались на ночь. И мама уже загрустила и поняла, что все равно надо это делать. Мы по 3 раза, наверное, все посмотрели. Ну и тогда это было таким сильным впечатлением, что осталось на всю жизнь. Так произошло. Я понял, что это очень интересно и серьезно. Вот. А перед армией попробовал, и после службы уже взялись плотненько. Любовь Байкова родилась в Костромской области, закончила художественную школу, затем Костромской государственный университет имени Некрасова, художественно-графический факультет. Является мастером в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты. Я сюда приехала на пленэр, который организовывал Виталий Викторович Трофимов вместе с отделом культуры. И вместе со своим педагогом мы поехали сюда, и нас отвезли на переправу в парк национальный. И там мы познакомились с Юрой. Во время пленэра он сразу предложил, сказал, таких девушек я не буду упускать, и оставайся с нами, оставайся со мной. Вот. И вот постепенно мы так, я приезжала, он приезжал, и сложился у нас тандем. Супругов объединила любовь к рисованию и к северной природе. Несколько раз в год они посещают национальный парк, справляются по Кажиму. Там они занимаются пленэрной живописью, созданием картин на природе. Я еще с детства, когда ездила, не то что с детства, с подросткового возраста, когда ездила в институт из дома, и вот это маленького городка Буй в Кострому, там ехать где-то часа 1,5-2 на автобусе. И всегда, когда едешь, смотришь по сторонам, мне всегда очень нравилось. Думаю, если я вот сейчас научусь рисовать, обязательно буду рисовать природу. Мне очень нравилось. И мы ездили на этюды во время института. Я училась отдельно у художника, ходила в студию, мы занимались. И когда мы приехали сюда на этюды, и увидели, вроде суровый край, но насколько в этой суровости красоты и солнца. То есть, и даже когда первый пленэр не закончился, я поняла, что в моих работах не хватает солнца северного. Хотя вроде как север должно быть там все сурово, там без всякого такой, тут еще и связано все, и ГУЛАГ, и все, много ассоциаций не сильно приятных. Но если присмотреться, когда у нас лето, когда все цветет, когда зимой солнышко светит и все освещает, это все белое освещается кремовыми цветами, так это все вкусно и интересно, что, мне кажется, просто это рай для художника, северный край. Природа наша, потому что она уникальная. Сколько я не смотрю где-то такого, как у нас. Да и сравнивать, честно говоря, не хочется. Это родное, и этого достаточно. Сейчас кистей уже шикарных много. Мне нравится, что с каждым годом их появляется все больше, и в этом это просто познавать, это очень интересно. Я сейчас в том году буквально такую синтетику нащупал, очень здоровскую. Доволен, и мне очень нравится, что мазок может дробиться еще интереснее, чем со щетиной. Мне это радует, и просто теперь хочется еще раз, еще больше ездить.
Теперь в поездках родители сопровождают юные дочери Ева и Пелагея. Родители рады, что девочки также сильно полюбили северную природу. Они делают свои первые шаги в искусстве, тянутся вслед за родителями и начинают рисовать. У меня был перерыв, я не могла, потому что с маленькими никак. И оставить нам их тут не с кем совершенно, и не хочется. И когда они подросли, сейчас мы сначала с одного раза, теперь 2 раза мы ездим как минимум в национальный парк, чтобы именно на пленэр. Сначала они сильно восхищались, я даже расстраивался, но они очень маленькие просто были. А теперь уже им другого не надо. Меня радует. Дети тоже рисуют? Да, вот это целая стена их. Творчество Юрия и Любови находит отклик в сердцах интинцев. Их выставки посещают горожане и гости города. Приходят учащиеся педагоги художественного отделения детской школы искусств. На этой выставке мы представили именно практически все новое. Тут единицы работ, которые есть там с прошлого года, а в основном это все этого года, не этого, 2020 года, пленэрные работы, есть что-то с мастерской, и детские тоже за этот и за 2020 год работы в основном. Гости выставки смогли пообщаться с художниками, задать им интересующие вопросы. Супруги рассказали о том, как создают свои картины, о своих путешествиях, посоветовали всем обязательно побывать в национальном парке. Какая техника письма у вас была первая, та, с которой вы начинали, предпочтительная, и со временем, которая предпочтительна сейчас? Спасибо. Впечатлил меня изначально импрессионизм, именно это. Но потом я понял, что не это главное. А главное, какие эмоции ты пытаешься передать и стараешься передавать. Потому что когда это получается, это уже чувствуется без всяких формулировок, без всяких планов, без всего. Это или есть, или этого нет. Это точно так же, как любой музыка, танец. Вы это понимаете, это словами не передается. Сначала мне импрессионизм нравился, я до сих пор его больше всего люблю. Но и вижу, что классическая русская живопись в один слой, один мазок шикарный. Супруги рисуют массом, но подача техника у них несколько различна. На работах Любови зачастую можно заметить силуэты детей, более проработанные детали. Юрий же экспериментирует с цветом, отодвигая рамки привычного. Я заметил, что мы сближаться начали в своих техниках. Но в разницу искать-то и не стоит. Понятно, что человека, испытывающего такую радость, я вообще просто не видел от таких занятий живописью. Поэтому... В принципе, когда мы голосуем с семьей, куда мы поедем в отпуск, то у нас даже вариантов нет. Это Кажим и Сопи. Центр национальных культур приглашает оценить работы творческой семьи. Выставка будет экспонироваться до 20 февраля. Кстати, еще часть картин Любови Байковой и Юрия Худова сейчас выставлена в стенах Центральной городской библиотеки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.